вас, друзья. Так, одну минуточку. Друзья, время 16 часов по Берлину, 17 марта 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality, на канале TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок перемирия Путина. Армия робко намекает на неповиновение». Давайте об этом и многом другом поговорим. Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о своей безопасности. Не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. По крайней мере, будьте осторожны. А все остальные задавайте вопросы, и в силу своих возможностей я на них отвечу. Но для начала, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1210 русских боевиков, 19 танков, 11 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 54 БПЛА, 101 автомобильная техника и цистерна и 1 спецтехника. Слава Украине! Слава ЗСУ! Так, давайте, нам тут пишет, вот так, Аслан, переговоры по урегулированию войны в Украине российской армии могут дать статус миротворца. Франция заявила, что против такого решения, но тем не менее разговоры идут. По некоторым данным, Зеленский готов на перемирие, даже если российские войска не покинут захваченные украинские территории. Украину поделят на зоны. В Западную Украину войдут солдаты Франции, Германии и Польши. Восточная Украина останется за Москвой. А посередине с Киевом буферная зона с пророссийской властью. Да, приблизительно об этом и идет речь. Зеленский дал без предварительных условий свое согласие на перемирие на 30 дней. Об этом тоже всем известно. Дадут ли статус миротворца России? Но кто его должен дать? Если Украина не даст, не знаю, кто должен дать. И миротворцы, они имеют в виду, наверное, что они защищают русскоязычные. Если вы вводите, потому что Запад говорит, что они будут вводить миротворцев, русские говорят, если вы вводите миротворцев, то пускай у них не будет оружия, и вот они входят как, не знаю, в касках, бронежилетах, безоружными. Франция, тот же Макрон говорит, что северокорейские войска уже давно воюют в Украине, и мы видели фото, там присутствовали, и видео видели, и задержанных, и раненых, пленных, точнее раненых мы видели, и уничтожаемых видели северокорейцев. Поэтому суверенная независимая Украина имеет право на свою территорию вводить любые войска своих союзных государств. И да, вот план такой, поделить зоны ответственности каждой стране, но это фактически страны НАТО, они представляют не НАТО. Но все эти страны, конечно, входят в НАТО. И американцы дистанцируются, и русские очень боятся, что туда будет входить НАТО. И чтобы там лишний раз, видимо, не драконить, им говорят, что вот это какое-то малое европейское НАТО, они будут входить и так далее. Но план этот давно Макроном, Западом озвучивался, и вот сейчас мы подходим к его реализации. Вернее, мы на наших глазах мы видим, что он сейчас начинает реализовываться. В этом, конечно же, нет ни малейшего было, в принципе, сомнения, что так будет. На мой взгляд, Путин согласился на перемирие. И все косвенные признаки указывают на то, что он согласился на перемирие. Есть голоса, робкие голоса, которые заявляют, что кто будет контролировать, как всех проконтролировать, там мы не согласны, это обман, там 3-10. А разве у Путина есть какой-то другой выбор? Разве Путин может
перечить Трампу, с каких это пор. Но сейчас, ну, будем наблюдать, что будет происходить дальше. Ситуация, в принципе, уже полностью поменялась. Если уже не ввели войска, обычно вводят войска после того, вернее, озвучивается какая-нибудь информация уже после того, когда уже решения все приняты. Вот как-то так. Как-то так. Я полагаю, перемирие уже решен, этот вопрос решен. Могу ошибаться, конечно, но мне кажется, вопрос перемирием решен. Миротворца никому не дадут. Ну, можно сам себя, Путин может называть миротворцем, но это не значит, что он будет миротворец. Дать ему статус миротворца, это фактически его легитимизировать на этой территории. И, наверное, поэтому русские требуют, потому что европейцы говорят, что они будут вводить миротворческий контингент. Русские говорят, что миротворческий контингент не вводится с таким вооружением. И они уже, русские, понимают, что через 30 дней, возможно, будет эскалация. И, скорее всего, они готовятся к всеобщей мобилизации. Там, вставай, страна огромная, там, на смертный бой, все в ружье, там, и так далее. Ну, или пугают, пока, может, запугивают Запад. Об этом сейчас некоторые комментаторы российские говорят. Надо вставать, там, надо всем подняться и так далее. И если вы вводите миротворцев, говорят русские, вы тогда должны вводить его, как я сказал, не до зубов вооруженный этот контингент, а вводить будет, по всей видимости, как раз так русские боятся, это вот до зубов вооруженный контингент вводится. Они прямо говорят, какие войска будут вводиться, видимо, у них информация имеется. Они говорят, что такие войска, они для наступления и для массированного ведения боевых действий. Возможно, сценарий войска, то, что войска введут, я в это уверен на 99%. Будет перемирие или не будет, от этого не зависит. Все сделали для того, чтобы обезопасить себя, западные страны, чтобы по ним, ну, юридически себя обезопасить. Если по ним будет нанесен удар российскими вояками, то с ними будет то же самое, что было, по-моему, это было где-то под Алеппо, что ли. Вот я сейчас не помню. Помните, в Сирии, когда американский генерал сказал, что если вы говорите, вас тут нет, то значит вас здесь не будет. И от 200 до 600 террористов российских боевиков было уничтожено. И, скорее всего, вот вопрос будет стоять именно так. Тот, кто попробует ударить по НАТО, по этим войскам, которые вводятся, те незамедлительно получат удар мощный. А Путин скажет, ну, вы нарушили перемирие, я же тут договорился, а вы тут самодеятельностью занимаетесь. Фактически они и будут этой самодеятельностью заниматься, они будут подставлять своих людей, ну, чтобы провоцировать и щупать введенные войска, вероятно. Ну, посмотрим, будем наблюдать, будем смотреть. Так, Иркин, шалом, дорогой. Аслан, народы Европы не хотят умирать за Украину, а к Украине антипатия. Нет, народы Украины, народы Европы не хотят умирать за Украину. Народы вообще не хотят умирать, как мы понимаем все. Но дело в том, что здесь, по крайней мере в Германии, я могу сказать, и не только в Германии, во всей Европе, очень серьезно начали относиться. Очень серьезно. Здесь, ну, очень большое движение пошло. Да, после того, как Трамп стал президентом и сказал, что мы вам помогать не будем, вы тут НАТО не платите, там, 3-10, давайте сами как-нибудь. И здесь все зашевелились. Здесь все очень серьезно. Все очень серьезно. Поэтому умирать за Украину никто никого не просит. Все воюют за себя. Если Украина падет, то Россия усилится, соответственно, в 2 раза.
если не больше. А в психологическом и в моральном плане Россия станет, ну, в 100 раз сильнее, понимаете, если это произойдет. Потому что и Европа, и Запад морально просто потерпят фиаско. Это такая константа, которую нельзя допустить. Вот от этого я исхожу от этого. Никогда Европа, Америка, Великобритания, Франция не допустят вот этого момента. Не допустят, потому что для них это, во-первых, отложенная война. На второй день она наступит, после того, как Украина падет. И это будет уже не с сегодняшней позиции, когда они над этой ситуацией стоят, а что они будут, вероятно, наравне с Россией или даже ниже России упадет. И авторитет, и репутация, и доверие к этим странам и так далее. Поэтому я исхожу из этого, что этого не допустят ни при каких обстоятельствах. Но понимая, что им придется все равно воевать, они, я думаю, будут вводить войска в Украину. Будем наблюдать, будем смотреть. Валейк салам. А сам вообще непонятно стало на войне Украины, что будет, как будет, когда закончится, запутали все. Ну, по всей видимости, Эркин, война еще не скоро закончится. Война, как мы видим, только эскалируется. Ввод войск – это увеличение украинских вооруженных сил автоматически в 2-3 раза, а я думаю, это в несколько раз даже может быть, потому что то оружие, которое Украине до сих пор не давали, например, те же томагавки, которые применялись по Югославии тысячами просто, они все у НАТО в распоряжении имеются. Атомное оружие у НАТО в распоряжении имеется. Все современные технологии, которые они не могут, даже если бы хотели бы передать Украине, так как там действует агентура КГБ, чтобы не утекло там какое-нибудь секретное еще что-то. Это все у них с собой будет, наверное. Если нет, то довезут или уже завезли. Мы пока не знаем, можем только гадать. Но эскалация происходит, деньги огромнейшие, миллиарды выделяются, никто не собирается останавливаться. Заводы, вот у нас тут в Германии, могу сказать, старые заводы Volkswagen выкупаются, и на этом заводе производится военная техника, снаряды и так далее. Поэтому это только вот про Германию, только вот то, что публично где-то озвучивается, а сколько всего не озвучивается и что происходит в других странах, не могу сказать. И предполагаю, что то же самое. Поэтому никто не даст России выиграть ни при каких обстоятельствах, никогда. Это, я в этом убежден. А как долго это будет? Я полагаю, это года еще 26-й, 27-й, где-то до 27-го, точнее, может быть, до 28-го. Вот, наверное, приблизительно вся президентская... Все президентское правление Дональда Трампа именно, наверное, под этим произойдет. Под эгидой или под войной не только против Русни, но и, я полагаю, против Ирана. Там тоже будет сейчас намечается большая заваруха. Уже началась большая заваруха. И может быть тоже эскалация. Там тоже очень сильная быть. Посмотрим. А так, я думаю, Дональду Трампу применить ядерное оружие в принципе не составит никаких проблем. Дональд Трамп больше избираться в президенты не должен. Иммунитет президентский у него есть. Я думаю, все только начинается. Так, среди европейцев война в Украине очень непопулярна. Америка не станет вмешиваться в эту войну, потому что в Америке выгодно, чтобы Европа ослабла. Ну, ты повторяешь, на самом деле, нарративы, которые вбрасываются. Нет, Европе не выгодно, чтобы Америке не выгодно, чтобы Европа ослабла. Только лишь на одном факте можно это сказать, что Америка отстранилась и сказала: давайте сами вооружайтесь и сами становитесь сильнее. Это уже автоматически, знаешь, как когда бросают человека на лодке, вывозят, когда учатся плавать, и бросают, чтобы он в середине озера, что плыл. Вот приблизительно сделали то же самое с Европой.
Хотя это, ну, так, может быть, чуть-чуть натянутое сравнение, но при всем при этом а, слабее не становится Европа. Европа каждый божий день становится во всех смыслах сильнее. И Америка в этом способствует, а не наоборот. Америка требует 5 уже процентов, по-моему, или 4%, чтобы в НАТО вкладывались. И это никуда не делось, при всем при том, что как бы на словах там немножко как-то где-то они отстраняются, видимо, может даже реально переключаются на Ближний Восток, на Иран, на хуситов, там, Ливан и все остальное, но при всем при этом в НАТО деньги вкладывать надо всем, значит, становиться сильнее нужно. Среди так. Так, привет, привет. История СССР и США бывали случаи, как делили страны и народы, и Украина не исключение. Да, бывали, конечно, конечно. Ну, знаешь, делили страны между равными по силе и по возможности. Всегда так в истории, к сожалению, было, происходило такое. Но Россия сегодня не равна ни НАТО, ни Европейскому Союзу. Знаете, я считаю, я уже неоднократно это говорил, Америке выгодно, чтобы Россия была, как один грузинский уважаемый спикер, помните, у нас тут говорил, что Америке, Западу нужна Россия без клыков, медведь нужен без клыков, чтобы он был не опасен, без когтей, без клыков, такой был послушный, на балалайке играл, на велосипеде катался, вот такой нужен, но он нужен. Нужен в такой степени, чтобы такой был антагонист, представитель черной стороны жизни и так далее. К большому сожалению, это, видимо, стратегические интересы Соединенных Штатов, Запада, но при всем вот при этом и России нужна Америка. Вот такое отношение к себе, которое их терпит. И они понимают, и американцы тоже, они терпят их до определенной степени. До определенной степени. Когда, представьте себе, Америка, там кто-то мне вчера писал, что Америка это империя, там и так далее. Я не могу назвать Америку империей. Империя в понимании это захват земель там и так далее. Как-то сказал Гарри Табах, Америка захватывает земли только на той территории, где у нее кладбище американских солдат она оставляет. Больше она территории не захватывает. Наоборот, все стремятся к Америке, понимаете? Я считаю, что она не империя в этом смысле, а она цивилизация, мировая цивилизация, которой никогда не было в истории человечества. Поэтому можем мы ругать там одного президента, но второй президент может совсем по-другому все делать. Как мы видим, сейчас был Байден, потом стал Трамп и так далее. И русские, самое здесь важное, зависимы, как сатана от Бога. Понимаете? Они зависимы от Америки. Они знают, что одним вот так, ну, если нужно Богу сильно захотеть, он просто возьмет пальчиком и раздавит этого клопа. И они это понимают. И поэтому они всегда делают, знаете, вот до конца не разгневать Бога. Вот до такой степени. Вот как себя ведет Россия. А, кстати говоря, Израиль и Ичкерия, которую так все любят, эти два народа, два государства, я знаете, что подумал? Если Америка для сатаны, для дьявола, для абсолютного беспримесного зла, фашистской России, Америка, США является Богом, то два вот этих народа являются двумя ангелами, которые сатана постоянно борется с этими двумя ангелами. Она на Бога клевещет, где-то там его там поддевает, а на этих двух ангелах она со всей силы измывается. Вот как я
представил эту картину. Потому что Россия очень сильно боится американцев. Просто до безобразия очень сильно боится американцев. И поэтому, знаете, у чеченцев есть, у нас есть такая пословица. Побоялся побить коня и побил седло. Такое выражение есть. Вот приблизительно с нами так и обходится. Сейчас оголтелая начинается антисемитская кампания. И можно было ожидать, что они это планировали, и мы об этом говорили, у себя на канале было понятно. И сейчас это будет только усиливаться. Ну и, конечно же, сам Бог велел, точнее, сам сатана русским велел чеченцев тоже преследовать и убивать. Это их любимое занятие. Но всему приходит конец. Да-ал-мула. Да-ал-мула. Так. Салам всем свободным людям. Салам, брат Асам. Алейк салам, Эд. Шалом алейхум. Чеченец. Так, ладно. Сербия, увольнение, там тоже, походу, уши России торчат. Хотят раскачать Европу, но не получается. Да. Теракты, взрывы, убийства, диверсии. Да. Европа стала внутренним делом России. Вот о чем Джохар Дудаев предупреждал 30 лет назад. Все идет по плану. Баванетка, витаю вас. Все идет по плану. Строится новый мировой порядок. Впереди большая война. Только нам надо постараться сохраниться. Не лезть в никакие дебри. Абсолютно точное замечание. Самое интересное, вот эти тролли, антисемитские тролли, которые и в ТикТок, и в Ютуб мне они заходят. Спасибо, Лаура. Самое интересное, что они не утруждают себя подождать хотя бы несколько минут, чтобы стрим начался, чтобы появился. Они как наготове, потому что анонс бывает, и сразу же готовы, ждут не дождутся и заскакивают. Это, во-первых, для них деньги, каждый комментарий, каждый раз, когда они отвлекают нас от стрима. И таким образом они себя выдают. Моментально же антисемитские там и нападения. За чеченцев не беспокоятся, за палестинцев беспокоятся почему-то, за арабов Палестины беспокоятся. За чеченцев бедолаги не беспокоятся. Но, видимо, наверное, потому что не чеченцы. Видимо, поэтому. Сколько правительств, которые работают на Кремль в Европе, как думаешь, Black Flame? Я думаю, нету ни одного правительства, которое работает на Кремль. Есть отдельные представители, скорее всего, которых вычищают. Здесь проведена большая работа. Во многих странах проведена, на мой взгляд, в Германии проведена. И все, кто был связан, заподозрен в связях, те отстранены. Правительств, я не думаю, ни одно европейское правительство открыто, не то что открыто, не работает на Кремль. Абсолютно нет. Это не допустим. Есть отдельные представители, наверное, есть, без сомнения есть. А вот насколько они сейчас влиятельны, трудно сказать. Но я думаю, влияние каждый день уменьшается. Да, хорошая идея. Давайте продвинем эфир, говорит Садик Израев. Лайкайте. Спасибо, Садик. Это очень важно, потому что мы на территории фашистской России запрещены. Наш канал YouTube запрещен, TikTok нет. И когда вы пишете комментарии, ставите лайки, в WhatsApp просто ссылки или в Facebook везде раскидываете, это очень помогает. Алгоритмы и ТикТока, и YouTube говорят, что это стримы интересные, а наши стримы, они честные и интересные.
Поэтому, и именно поэтому нам мешают, именно поэтому здесь эти тролли, именно поэтому нас запрещают на территории фашистской России и так далее. Поэтому от вас многое зависит, друзья. Я работаю для вас. Я каждый день получаю, беру информацию и ее вам в силу своих возможностей рассказываю и выкладываю ее вам. Вы спорьте, пишите комментарии, заходите в YouTube, там пишите под видео, под стримами комментарии, общайтесь и объясняйте мне, в чем я не прав, или же в чем я прав, поддерживайте. Ну и таким образом распространяйте информацию, чтобы как можно больше людей узнало правду. Это очень-очень важно. КГБ и ФСБ, они не столько боятся пуль, сколько боятся слов правды. Они боятся истины, как вампиры или оборотни боятся солнечного света. Да, Хамза, работаю бесплатно. Абсолютно бесплатно работаю. За свои деньги делаю все, что мне нужно. Работаю, работаю. Ты мои руки не видел, ты мои ноги не видел. Работаю, на стройке работаю, в холодный, в минусовую температуру работаю. На самый верх залазим там, со страховкой, конечно, все как положено. Работаю, конечно. А как ты думал? Думаешь, мне кто-то платит, что ли? Нет, мне никто не платит. Не гуманитарный, просто чеченский. Я чеченец, Хамза, ты меня не поймешь. Я чеченец, понимаешь? Я за свой народ переживаю. Я переживаю, что я реально народ, понимаешь? Наша власть, наше государство убито, оккупировано, и нет у нас ни армии, ни спецслужб, ни защиты. И я как рядовой человек, как чеченец, видя в каком тяжелом положении находится, в отличие от тебя, видя в каком тяжелом находится мой народ, я что-то пытаюсь сделать. И никто мне за это не платит, абсолютно. Тот платят вот этим, может и тебе, ты тоже из этих, у тебя фотка со спины, так вы любите делать. Лицо показать не хотите, да? Поэтому вот вам платят, чтобы вы мне заходили и меня сбивали с стрима, оскорбляли, там, лгали обо мне и так далее. Вот вам платят, а мне никто не платит. Ни евреи, ни американцы, ни немцы, никто на этой земле. Кроме вот на стройке работаю, что мне работодатель заплатит, на это живу, да, да. Ты имеешь право идти в бан, Хамза. Знаешь, такие умники, как ты, заслуживают бана, да. Пишущие гадости, они сразу ясно кто. А ты еще изображаешь из себя какого-то искателя правды, справедливости. А есть такой же или даже хуже их. Так. Вот уже другое дело сразу. Видите, я вам объяснил, что деньги не платят. Я уже, евреи не платят мне, я просто рассчитываю, понимаете, уже пишет, что я рассчитываю уже, да. Ну, хорошо, хоть поверили, хорошо. Скажите, пожалуйста, а в какой стране вы живете? Я живу в городе Гамбурге, Германия. Город Гамбургер. Да, Антон, город Гамбургер. Привет, привет, Крым, привет все.
Доброго дня с України. Бачу терпение вам. Спасибо, Саня. Спасибо. Как вы относитесь к людям, живущим в РФ? Я отношусь к людям, живущим в РФ, так, как они относятся ко мне и к моему народу. Вот ровно так я к ним и отношусь. Кто относится хорошо, к тем отношусь хорошо. Джанавар, спасибо. Алейкум ассалам, брат. Спасибо за теплые слова. Израиль за свободу чеченского народа. Привет из Иерусалима. Вот вам, Адам. Моего младшего сына зовут Адам. Спасибо вам большое. Ам Израиль Хай. Спасибо. Видите, у нас даже имена одинаковые. Тебе платит, говорит, за провокации, Алик Ходжаев, чтобы внутри Чечни устроить бунт. Мы знаем, в Германии есть такое учреждение, британцы готовят таких, чтобы разжечь войну. Тебе не стыдно перед твоими родителями? Алик, если ты все так знаешь, то почему ты писать не научился? Спасибо, Сайдай. И вам спасибо. Так, я не успеваю, здесь эти троллики здесь пишут. Ну вот видите, что бы ни говорили про Украину, все, про Израиль, про сектор Газа, про Палестину, все говорит, только не говори про Украину. А я вам говорю, что Путин на перемирие согласен, что он сдает свою армию потихонечку, шаг за шагом, а теперь уже открыто ее сдает. А армия робко намекает на неповиновение. Вот, мы там сделаем, и ничего не сделают. Тот, кто сделает, да, провокации, скорее всего, будут абсолютно точно, как бы прямо не будут, но так будут. Путин будет говорить, я ни при чем, там уничтожат пару тысяч. Но Путин, я ни при чем. Вот так это все будет продолжаться. В конце концов, Россия выдохнется и встанет на колени. Ну и как положено, как с первых дней войны я вам обещал, они скажут, Господи, благослови Америку и ее великого президента Дональда Трампа. Вот вы увидите. Карелия будет свободная, Ичкерия сила, Виссури, дай Бог, полностью поддерживаю. Все, кто хочет жить свободно, имеют на это право. Мы Богом созданы свободными. Мы должны жить свободно. На своих землях, не притесняя никого, не обижая никого. Жить, развиваться, созидать, растить детей. Вот что нам нужно. А не вонючая, загнивающая русская империя, которая... Кучка КГБшников сидит, миллиардеры, триллионеры и все остальные. Остальные должны быть их рабами. Нет, так не будет. Валейк салам, яма, машвовый, рад тебя видеть, мам наш дал обал, дуэль дерес, хулям, шу дуэль массира дуэль, мам наш обал. Берц Элек. А Палестина не имеет права на свободу? Конечно, имеет. А ты знаешь, что такое Палестина? Ты знаешь, что такое? Ты правильно вопрос задай. Конечно, имеет право. Разве Израиль это не Палестина?
Конечно, а часть Иордании, часть Сирии, это не Палестина, конечно, Палестина. Ты сперва, ну, задай правильный вопрос, я тебе правильно отвечу. Имеет ли право террористическое образование Хамас, Хизбалла, там какие-нибудь другие? Нет, не имеют права. У них была возможность, для них много что сделано было. Но они разгневали Бога, они разгневали Бога, который на весь их народ напасть сделал. И это не все арабы, конечно, но многие арабы поддерживали их и отдали вот этот бедный народ арабов Палестины на откуп Советскому Союзу и Ирану. Вот что в итоге произошло, когда вы становитесь не ангелами Бога, а ангелами или подручными, точнее будет сказать, сатаны. Вот они выбрали свой путь. К большому сожалению, и мне искренне жаль арабов Палестины. Искренне, честное слово. Но, к большому сожалению, они выбрали сторону дьявола, абсолютного беспримесного зла. Остановите заседание министерского обмана во главе с предателем, но печально, что там и сами обмануты. Нет, не видел. Шамиль, не видел. У евреев есть своя земля, говорит. Кто это говорит? Подождите. Где ж ты, куда ж ты делся-то? Вот он, Сергей Дульцев. Наградил Бог фамилицей. У евреев есть своя земля, спрашивает Сережа. Конечно, есть евреи, говорю, Сергей. Конечно, есть. И в Коране говорится, что это сыны Израиля, что это их земля, что Моисей их вывел из Египта и повел на землю обетованную. И в Библии об этом говорится, как ты знаешь. Это тебе вот самые древние источники исторической информации, которые тебе об этом говорят. Поэтому, ну, как бы стыдно не знать этого. Конечно, есть. Ну, у меня есть он ичкерийский мой флаг. Что ты? Только израильский, там еще американский висит, смотри. Ты только, у вас как у этого быка на красную тряпку, да, вы ничего не видите после того, как видите израильский флаг. Но он такой видный, я вам скажу. Конечно, его трудно не заметить. Так, давайте дальше. Сирия и Ливан сегодня убивают друг друга. Что скажете, господа мусульмане? Да, божественное. Сегодня с территории Сирии были боевые действия начаты, как сообщалось. Не знаю, насколько это достоверно. Только вот первая информация, которая поступает. Также и Израиль, с другой стороны, там же присоединился. Так что там не только мусульмане божественные. И еще нужно отметить, что сирийские мусульмане, сунниты, ливанские это шииты, и оба друг друга не признают мусульманами. Поэтому там мусульмане
только могут быть с одной стороны, потому что одна сторона другую сторону не признает, что они являются там правоверными мусульманами. И я полагаю, что это не то, что простые народы Сирии после такой тяжелой войны хочет. Я понимаю, что и Ливан, простые люди Ливана тоже бы не хотели бы этой войны. Все, что сейчас происходит, об этом было уже очевидно. Мы говорили в своих стримах, я говорил в своих стримах об этом, что, скорее всего, в этом направлении Ливан, хуситы, Иран, Азербайджан, возможно, весь Кавказ, может быть, будет в это втянут. И это большая шахматная партия, которая сейчас происходит. Поэтому давайте мы не будем мусульман притеснять, лишний раз набрасывать. За все, что есть, и так достаточно. А так идет большой передел мира, новый миропорядок устанавливается. Да кого-то будут называть евреями, кого-то мусульманами, кого-то там демократами. Но при всем при этом идет какая-то целенаправленная какая-то работа. И, по всей видимости, большие нас еще ждут изменения, потрясения. Охо, Яман, а кто написал Библию? Я не знаю, кто Библию написал. Там, мне кажется, ее столько раз написали и дописывали, и добавляли туда. Но изначально автор считается Иисус Христос. Как известно, Иса – посланник Господа. В мусульманской интерпретации и Сын Божий в христианской интерпретации. Валейк салам, Честер Машуэль. Так, сейчас я тут пока в ТикТок читаю, друзья. Все, кто не живет в Израиле, вообще не представляют такую фигню. Думают, евреи против ислама. Я был бы признателен, если бы не были бы против. Я понимаю, что ведется большая работа. Но знаете, я постоянно привожу пример в этом, когда представят вот миллиард, 1,5 миллиарда, да, мусульман на этой земле, ну там разных, шиитов, всех, если взять, допустим. И мы вообще не имеем никакого отношения к этому конфликту, который там был. Мы ни в коем случае, ни наша религия, ни наш Коран, ничего не говорит против иудеев, против евреев. Не говорил никогда, как сама религия, как сам ислам. И у нас вот мы воюем против России уже более 3 веков. И русские прячутся за кем угодно. Они прячутся там за американцами, за европейцами, там, за арабами. Что угодно они говорят. Главное, чтобы мы не начали называть истинного виновника наших бед Россию, Кремль, ФСБ, Лубянку. Вот чтобы мы этого не говорили, нам кафиры, мафиры, вбрасываются термины, которые мы потом используем. И в итоге, получается, мы начинали войну против маленькая наша страна, против большой России, которую чудом только можно было одолеть, и чудом мы ее одолели в первый раз. Нам навязывается, что мы должны против всего мира воевать. Представьте, какой это обман большой. Когда вы уже истекаете кровью, когда у вас ничего уже нет, большая империя, она говорит, не русские виноваты, не имперцы виноваты, русисты, не ФСБ виноваты, а виноваты все христиане. Какое отношение имеют, например, русские или сегодняшние россияне к христианству, я вообще не понимаю. Никакого там нет. У них своя религия, свой бог Ленин, который лежит фараон на Красной площади в пирамиде. И потом говорят не просто христиане, потом все не мусульмане.
Потом не всем не мусульмане, а потом и мусульмане тоже, которые не такие, как вот как ты молишься или как ты там что-то интерпретируешь. Причем интерпретируют тебе КГБшники это все под видом мул, там разных всяких там проповедников и так далее. Они и сейчас в интернете сидят, спокойно разговаривают и льют свою эту пропаганду, не останавливаясь. И точно так же происходит в отношении евреев. Ничего, арабы специально используют. Говорили про Аляксу. Помните, ведь 7 октября начиналось ведь не день рождения, поздравления с Путина они сказали. Хотя приурочено было именно 7 октября к дню рождения Путина. А наводнение Алякса. То есть всех мусульман нужно привлечь к этому. Не получилось. Ну потом евреям представить. Смотрите, против вас не какие-то там отморозки, которые пошли на услужение к дьяволу, а все мусульмане, они же Аллах Акбар говорят, Аллах Акбар говорят, там про мечеть говорят, все мусульмане. И потом подхватывается. И таким образом война до бесконечности, война цивилизации получается. Это просто чисто сатанистский такой разжигание огня. Просто, чтобы люди убивали друг друга, а истинные виновники, тот же Кремль, Лубянка, ФСБ, Иран, оказались в стороне. И мы друг друга будем ненавидеть, сидеть здесь, писать в интернете, друг друга там оскорблять, там, убивать, грабить, там еще что-то делать. Вот что им нужно. Поэтому мы не должны этому поддаваться. Я понимаю, что многие как бы не хотят разбираться, да, будет. И вот мусульмане точно так же ведут. Ведь против мусульман такая же пропаганда ведется. Сейчас оголтелая пропаганда начинается на России, как при Сталине были там вот эти антиеврейские погромы, разные вот эти пропаганда велась. Вот она сейчас набирает мощный оборот. Убедительно будут рассказывать, как детей едят, младенцев убивают, там жертвоприношения делают. Это все будет делаться и представляться. Я как чеченец это все пережил на себе. Мы не едим по утрам детей, мы не пьем кровь младенцев, мы не террористы, мы не исламисты, мы не радикалы. Наоборот, мне кажется, мой народ, мой самый-самый толерантный народ к другим народам. Да, мы свое бережем, потому что вынуждены беречь. И себя любой уважающий народ должен, имеющий национальное самосознание, уважать, беречь. У нас глубокие корни, сильная, мощная история у нас. Мы знаем это, несмотря на то, что Россия веками пыталась это все у нас искоренить, убрать. Ей это не удалось. Точно так же, я знаю, у Израиля такие же глубокие корни, древний народ. И чеченцы такой же древний народ, как и евреи. И нам нужно сделать так, чтобы не настраивать всех людей друг против друга. А вот эта же война сегодняшняя, удачная война, скажем так, хотя начиналась она не по вине Израиля, кроваво, очень кроваво против Израиля началась, вероломно началась, но нужно думать о завтрашнем дне, думать о том, чтобы следующие поколения не жили в ненависти. Ведь евреи же не хотят, чтобы их дети, внуки точно так же подвергались ударам, угрозам, постоянный стресс. В конце концов же должен наступить мир, понимаете? Поэтому мы должны правильно подходить, а не вестись на эту пропаганду, которую нам навязывают. Они даже не знают, что здесь все вместе живут. Да, им просто все равно, понимаете? У них задача просто вот наговорить. Ты всем раскрыл глаза, говорит Apple User. Да, я многим раскрыл, если не скромно, правда, может. Не скромно. Напрасная ненависть. Да, совершенно верно. Абсолютно она не нужна. Ну, нету этого. Нет. В нашей религии нет. Да, можно ненавидеть, там, что угодно говорить. Но этого нет. Ненавидеть за то, что кто-то нарисовал вот такую картину, что в исламе, в Коране мусульмане ненавидят ее. Нет. Наоборот.
Коран, ислам признает и иудеев, всех пророков, Моисея, постоянно повторяю, это самый упоминаемый, самый любимый Мухаммадом, мир ему, посланник был Моисей, мир ему, Муса. Вот это всем известные факты, легко это можно узнать. Сегодня 21 век. Евреи нам дали, и Google дали, и ChatGPT дали, и много чего дали. Поэтому можете у них спросить, если мне не верите. Пойдемте в YouTube. Что вы тут пишете? Тебя Цахал заставляет стримить. Если так... Да, меня Цахал взял в плен и заставляет стримы проводить. Какой нехороший этот Цахал. Аслан, в этой Палестине до 100 мечетей, в том числе мечеть имени Кадырова. Уходит мечеть Кадырова тоже святая, потому что она находится в Палестине. Да, да, отдел ФСБ имени Кадырова тоже святой отдел. У каждого чеченца флаг Израиля висит в доме. Нет, Эркви, не у каждого висит. Как и не у каждого еврея висит ичкерийский флаг. Пока я, правда, не видел ни одного еврея с ичкерийским флагом дома. Ну, стримера, я имею в виду, блогера. Так-то у моих друзей есть ичкерийские флаги дома. Так. Ну вы меня тут засоряете эфир, просто не даете мне комментарии на эти троллики. Хватит вам уже, что вы так взъелись на меня? Шалом из Москвы. Шалом. Ассаламу алейкум из Коми. Ва алейкум ассалам. Будет ли чеченский язык переходить на латынец? Насколько я знаю, он уже имел такой опыт в начале 20 века, как и коми язык. Как относится к тому, нох чичу паргатхирю? Да, мулах Кирилл Иванов. Ва алейкум ассалам. Спасибо вам большое. Да, мулах нох чичу паргатхирю мяшахирю. Будет свободное и независимое. Да, у нас есть латинские буквы, мы пока их не используем, но наш парламент принял латинский алфавит. Он похож на турецкий, он мне не нравится, но он есть, и мне надо с ним соглашаться. Он есть, да. И дай бог, чтобы и Коми тоже была свободная. Карелия была свободная. Коми, Карелия, все. Почему вас интересует моя религия?
Почему вас интересует моя религия? Им во сне приснился флаг Израиля. Я не знаю, во сне он приснился или нет, божественный, но то, что во время нашего стрима им придется его лицезреть, это я могу гарантировать. Дай Бог тебе сил, мудрости, терпения донести свет на эту тьму. Спасибо, спасибо. Терпения хватит нам. Мы, чеченцы, народ упертые. За это за это и выкарабкивались из самых тяжелых ситуаций. Видите, я говорю про чеченский вопрос, я говорю про чеченцев, про то, что будет с чеченцами. Сама Чеченская республика Ичкерия оккупирована. Их вообще это не волнует. И все это говорит о том, что это самые настоящие тролли. Хай Израиль, ам Израиль, хай. Как Чечня связана с Израилем и США. Короче, было два брата. Один был Израиль, другой был ичкерец. Вот так и связаны. Это не арабы были двоюродные братья евреев, а ичкерец был брат. Сейчас будут рассказывать везде, что я так сказал, что я тут придумываю. Шалом ночи, шалом, покаяние спасет мир. Крым, це Украина. Совершенно верно, стал Украине. У тебя нет темпа, назвать не можешь, никакой ни ночи ты вывел на чистую воду. Елки-палки. Садык Израиль Грозненский. Когда в Израиль приезжал ансамбль Нохчу и Макка Межиева на концерт, когда строили кадыровскую мечеть Абу-Гош, многие арабы там под чеченцев косили, и на концерте ни одного чеченца не было. А на концерте ни одного чеченца не было. Ну, во-первых, потому что там нет чеченцев у вас. Ну, по крайней мере, может, отдельно кто-то есть. И знаете, я вас попросил не называть ее Кадыровской мечетью. Это не Кадыровская мечеть. Да ее так для удобства, конечно, можно называть, но это ФСБшная мечеть. Это отдел ФСБ, филиал ФСБ на территории Израиля, как любое РПЦ, Духовное управление мусульман. Вот это все отделы КГБ, ФСБ. И это большая ошибка, которая была совершена, построив эту мечеть. Это было неправильно. Молодец, Аслан, говорит, да? А ты до этого у меня тут гадости писал, теперь молодец пишешь. Асан Арцу, вы знаете о погромах против Нохчи в Карельской Кандапоге русскими нацистами? Да, я помню этот случай, когда в Кандапоге уходили там русские нацисты, там избивали людей. По-моему, даже убили кого-то, если я не ошибаюсь. Я помню этот случай. Почему чеченский флаг похож на флаг татарский? Я не знаю, может потому что мы мусульмане, у нас поэтому зеленый цвет, и вот белые, и вот смотрите, белые и красные полоски, они похожи на американские вот эти полоски. Видите, вот так они проходят белые. Не знаю я почему. Но мне нравится наш флаг. Я родилась в Грозном, живу в Израиле. В прошлом году была там спустя много лет. Мечеть деревни черкесов Абу-Гош. Да, я знаю. Абу-Гош это деревня черкесов.
белый и синий цвет так красиво смотрятся. И красиво смотрятся, и издалека видно. И такой яркий получается. Красивый флаг. Американцы собираются воевать в Йемене. Израиль будет соучастником, говорит УНКАС. Американцы уже бомбили хуситов, террористов там разных, которые нападают на гражданские и военные суда. И, ну, скорее всего, Израиль в этом районе будет везде принимать участие. Информацией, разведкой, непосредственным участием. Так, я тут смотрю. Вот смотрите, давайте поговорим про то, что происходит в Украине, друзья. Это самая сегодня тема нашего стрима. А сегодня я хотел об этом поговорить. Вы мне про религию, про ислам, про флаг отвлекаете. Получается, вот видите, сбивают они наш стрим. Ну, ясно тогда, Ойс, понял. Значит, я ошибся. Покаяние спасет мир, говорит. А скажите, пожалуйста, почему в парламенте России нет ни одного чисто русского человека? Зато есть евреи, армяне и так далее. Значит, России правят не русские. Это ваше любимое занятие прикрываться другими. У вас Соловьев тоже еврей, Симонян тоже армянка, и как бы у вас все не русские, и почему-то империя русская, убивают во имя русских, русские офицеры у вас, русская березка и все остальное русское, а вот когда надо отвечать, у вас почему-то они все не русские становятся. Вот я не могу этого понять. А кто такой Патрушев, скажите мне? Давайте не будем брать депутатов. Возьмем реальных правителей России. Кто такой Патрушев? Кто он по национальности? Кто по национальности Путин Владимир Владимирович? Кто он у вас по национальности? Самый настоящий русский, самый настоящий. Да зачем же вы так? Так, я тут не успеваю.
Вот нормальный капитан, видите, думает о России, думает. Вы вообще что за перемогу тут раздуваете? Украина слилась по всем фронтам. Они тут до сих пор Путина Альхамдулилля. Они тут до сих пор Путина унижают. Эх, ночь, если бы ты думать умел, говорит. Капитан, слушай, это очень хорошо, что ты про Украину заговорил. У меня сегодня тема как раз про Украину, по перемирию. Ты мне скажи, капитан, только не сливайся. Скажи мне, вот если сейчас Путин заключит перемирие, а он уже его, я так полагаю, уже заключил, что вы будете делать? Вот он заключит перемирие, и вот ваша вот эта вся масса бандитов, боевиков вооруженных останется без цели, все, вы будете бандитами, вы будете убийцами, вы будете военными преступниками, вас будут искать десятилетиями, находить и привлекать к уголовной ответственности. Что вы сделаете сейчас? Вот Путин вас сдает, вот ваша банд-армия, вооруженные боевики ваши попадают в капкан. Что ваши действия? Мне вот интересно. Я понимаю, что вы не очень смелые. Я вчера там наблюдал за вашими, там слушал. Ну, такие робкие. Вроде умные люди, вроде бы взрослые, вроде бы такие серьезные, вроде бы должны быть смелые. Я знаю, русские не самые трусливые люди на земле. Ну, такие про свою власть так трусливо говорят, так и так скажет, потом и переиначит, как будто это то, что сказал, ровно противоположно тому, что ранее сказал, говорит заново, чтобы вот запутать, ну, что-то хочется сказать, хочется выдать базу, но не получается. Ну, вот скажите, как вы себя поведете, русские? Вот смотрите, ваш Путин, вашу банд-армию, которую обманул. Понимаете, когда нас уничтожали, вы все радовались, вы убивали нас. Он нас обманывал, вас, нас всех. И вы убивали нас. Вы русские, военные, русская армия. Вы нас убивали. Теперь ваша русская армия, ваш русский царек, которого вы до небес вознесли, вас сдает. Вас на мясные штурмы посылали, в наручниках посылали, все что угодно с вами делали, вы терпели. Теперь все будет перемирие, война остановится. Ваши действия, русские, вашу телеграм сдал открыто, ни один из вас не вякнул, понимаете? Открыто ваш Путин, Дуров полетел в Баку, где был Путин, с ним встретился, полетел в Париж, сдал все коды, а вы через вот эту программу Telegram вели наводку, там боевые действия и так далее. Все он сдает вас. Ваши действия, скажите мне, русские, вояки, боевики вооруженные, да, русские боевики, ваши действия. Ваш царек оказался не царьком, а сукою. Что же делать-то теперь, а? Мы-то знали, мы вам говорили, вы говорили, нет, у нас великий царь, мы тут там туда-сюда. Ну, что теперь скажете? Перемирие будет, сольют вас всех, проиграли вы войну в Украине. Всех, кто будет пытаться оказывать сопротивление, будет уничтожен. Что вы сделаете, скажите? Израиль поедет. Это вполне возможно. Могут в Израиль уехать и скажут, да, мы будем жить в Израиле. Правда, Израилю они не нужны. Нет, Владимир, это не ответ. Флаг вешать вы будете. Скажите, вы такая великая, непобедимая, через трубы прорывающаяся армия, которая может все просто. Ну, не всегда, конечно, но пытается. Вот ваш Путин вас сейчас сдаст. Он уже сдал вас, смотрите, я вам объясняю. Потом не говорите, что я вам это не говорил, или не помните, забыли. Перемирие заключено на 30 дней. Все, войска вводятся, западные, натовские войска вводятся в Украину. Вот гипотетически вот сейчас это происходит, допустим. Заходят они, становятся.
И начинают там стоять и требовать от вас там, а вы что дальше? Вы стоите, где вам сказал ваш царек, а как же Киев, а как же там Берлин, там все остальное. Просто мне интересны ваши действия. Снова царь наш великий, он всех переиграл, видите, он получилось там и так далее, а вы бились за деревню несколько тысяч человек, там десятки тысяч своих людей клали. И что, все на этом закончится? И самое главное, это на этом не закончится. Вы все преступники, понимаете? Вы все будете, особенно одиозные из вас, засвеченные на камеру, там еще где-то как-то. Вас всех будут находить, вас будут преследовать, вас будут сажать там и так далее. А Путин будет себе там, либо сбежит куда-то, либо получит индульгенцию, заменит на своего другого человека власти, ну и дальше там останется. А что с вами-то, великая непобедимая банд-армия? Что ж с вами делать, а? Ужас, просто что только не пишет. Я представляю, как вас коробит, да, от правды. Самые настоящие эти, как их, оборотни. Киев за 3 дня войдет в историю. Да-да, Максим, приветствую тебя. Да, уже вошел. Украина уже заняла в этой истории первое место. В этой истории на исторических учебниках наравне с Соединенными Штатами будет. Даже впереди Соединенных Штатов. Хотя партию еще не закончили. Первое позорное место мания величия замучила. Да, мания величия. Короче, как в той сказке, помните, про золотую рыбку. Остались русские у разбитого корыта. А мечты-то были, а мечты-то были. И самое главное, никто не отвечает. Слился этот Вася, который мне тут рассказывал. А как быть с оккупированными территориями? Бавонетка, все будет возвращено. Без сомнения, 100%. Понимаете, если туда входят натовские войска, армия Украины, Украина усиливается многократно. Вот и делайте выводы. Сейчас Украине нужна помощь, по всей видимости. Раз они так подсуетились, так сказать, и пытаются вести войска, об этом давно говорят, но вот нужно вести так, чтобы, я так понимаю, я могу, конечно, ошибаться, я так понимаю, это делается для того, что вот это перемирие, чтобы спокойно зашли войска, стали на линии разграничения, чтобы по ним не стреляли. И для этого Путин должен подписать документы. Вероятно, он уже их подписал о перемирии. Поэтому он сейчас пиарится, форму отдел, теперь Курск он освободил. Я считаю, Курск оставляется по договоренности. Мы оставляем вам Курск, ты подписываешь, даешь вести войска. Перемирие заходит. Раз, они заходят. Все, стали войска. После этого, как только наносится удар по этим вооруженным формированиям, которые натовским, которые туда вошли, все, сразу же действует ответка, прилетает ответка, уже на законных основаниях. Царь России Путин, сторона конфликта, дал добро на перемирие, а тут этот нарушает это перемирие. Также Украина дала добро на перемирие, как мы знаем.
Россия еще официально не дала, я так предполагаю, еще раз это просто уточню. Поэтому я полагаю, что все будет возвращено Украине в полном объеме. Россия будет выплачивать репарации, будет полное восстановление. Самое интересное, я забыл вам сказать, друзья, один момент, который был упущен. Когда в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, встречались на переговорах, американцы забросили такой нарратив. Американцы это были, что все народы имеют право на самоопределение. Понимаете, о чем речь? Что внутри России должна произойти денуклеаризация, Россия должна быть лишена ядерного потенциала полностью, под ноль. Это неизбежно произойдет. Потому что больше терпеть шантажа со стороны России на Западе, в Америке, в Британии никто не будет. Я уверен просто в этом. Вот будет сделано все, чтобы сделать денуклеаризацию России. Но и деколонизация России. И России это очень не понравилось, она начала возмущаться, как нет и так далее. Но посмотрим, это может быть тоже момент торга, всего лишь заявили, и на этом закрыли вопрос. Поэтому не знаю, как будет деколонизация. Мы, Чеченская республика Ичкерия, однозначно должны выйти, получить свою свободу, вывести фашистские формирования, банд-армию с нашей территории. Мы должны заключить союз с Украиной, как сильной, мощной военной державой, с Соединенными Штатами, с Израилем, с Германией, с Великобританией, с Турцией, большой натовской страной, со всеми этими государствами. И вот такой вот процесс, я полагаю, будет. Но новая реальность наступила, друзья, с приходом Дональда Трампа. И без сомнения, Богом избранного, Богом направленного. Вот. Личность имеет значение, говорят, да, или, как это говорится, либо личность не имеет значения, а исторические события происходят вне зависимости от личности, которая там оказывается в той или иной ситуации исторической. Я считаю, что личность имеет значение. Дональд Трамп именно на этом месте, и не случайно. Я убежден, что он Богом туда направлен. И я полагаю, что Чеченская республика Ичкерия тоже получит свою независимость. И все территории Украины будут возвращены. Грузинские территории все будут возвращены. Ну и Приднестровье, Молдова, тоже вопрос это тоже будет решен. Все вопросы будут решены. Вот вы увидите. Полагаю, часть будет России уйдет под контроль Китая. Ну а большая часть достанется Украине, США, Британии, Германии, Франции. Ну, все как вы любите. Вы же любите убивать, грабить, там, унитазы грабить. Но ответка, она такая. Так, мы сколько уже? 1,5 часа в эфире. Время так быстро летит с вами, друзья. Таборзио, або баркал, дерейсуэль. Балерина, Экзотон балерина, приветствую вас. Ты такая прекрасная балерина. Он говорит, что из меня чеченец, как из него балерина. Я тебе гарантирую, ты 100% балерина. 100%, без примеси ты балерина. Балерун. Нормально, весело с вами сегодня.
Я завидую твоему оптимизму, говорит. Ну, я бы сказал, да, я немножко оптимист, даже немножко, но я больше с возрастом становлюсь реалистом. И все, что я говорю, вам говорю реальные вещи, друзья. Ну ладно, вы нормально стрим мне раскачали, я вас чуть-чуть ограничу, потому что надо почитать комментарии, а вы тут забиваете все. Да, хотелось, чтобы вы были правы. Да, мне тоже было нетка. Мне тоже. Ах, весело, весело, весело. Вот вы мне тут про флаг пишете, не устаете писать. Почему вы про чеченцев не говорите? Почему вы не говорите про наших убийц? Почему вы не говорите, что наша страна оккупирована? А знаете почему? Потому что вы те, кто согласен на эту оккупацию, вы те, кто служат Русне, и ее пропаганду вы мне здесь навязываете. Вы тролли, понимаете? За все это время вы только стрим начинает, забегаете и пишете. Представьте? Дензел говорит, я за Ичкерию, но у него номер ник Дензел 95. Это вот так он за Ичкерию. Ему русские дали номер, как у этому, как вот, на зоне номер. Вот он номер носит за Ичкерию. Вот они все за ичкерийцы. Фри Ичкерия. Вот этого Шишан. У него, да, даже название Шишан, да, на бутылку похоже, да. Тоже его отправь куда подальше этих бутылочников. О, данки шон, Деон. Фри Израиль. Совершенно верно. Совершенно верно. Украинское солнце зайдет. Обязательно, обязательно. Да, всех, кто про флаг говорит, про Израиль говорит, всех можешь сразу же банить без разговора. Это троллятина, просто тухлая троллятина. Арнольд Дуабо, гвац, говоритла. Арнольд Дуабо, что говоритла. Вот, отлично, Деон. Алвякарио.
И тебя посчитаем, и тебя посчитаем, всех посчитаем. Да? Так, друзья. Так, вот этого тоже мы отправим. Однозначно, наблюдатель. Израиль должен быть нашим союзником. Однозначно. 100%. Аслан, дай совет молодым, оставь эту политику, говорит Маршу. Маршу, а зачем ты ник сделал Маршу, если ты говоришь оставить политику? Политика грязная вещь, политика сложная вещь, тяжелая вещь, но мы должны разбираться в ней, понимаете? Потому что мы оказались в оккупации после геноцида, все наши интеллектуалы либо убиты, либо ушли в подполье, и наш народ остался без ориентиров, куда идти. И вы видите, какая пропаганда против нас идет. Только лишь вот поэтому то, что видите, то, что сюда заходит, пишет. Не говоря уже о том, что сколько они запускают ИПСО, разные программы против нас. И мы потихоньку идем в этих программах. Они нас ведут то в Сирию закидывают, то там еще куда-то, что угодно делают. Как угодно нас представляют за нас. А мы не говорим. И всем кажется, что все антисемиты, все исламисты, все террористы, и все такие сякие. Потому что мы молчим. Молчим не потому, что нам нечего сказать, а потому, что нас убивают, наших родственников пытают. И весь этот мир, он же не в курсе всего этого. Они не понимают этого. Как говорится, пока себя не коснется, ты вроде до конца этого осознать не можешь. Вроде понимаешь, но и то нужно вникнуть, заняться. Ну, почувствуй, пока на своей шкуре не почувствуешь, не поймешь этого. И поэтому нами вот так туда-сюда нас бросают. А большинство нас, молчаливое большинство, подавляющее большинство чеченцев, они выживают просто тихо, мирно, не светятся, ни имя, ни фамилия, ни фото, ничего нет. Он где-то пытается там сохраниться. Весь мир был против. Но мы вот вынуждены, оказались в ситуации, что вынуждены были не молчать. И не будем молчать. И я призываю всех чеченцев не молчать. Говорите. Нету больше русни. Той, которая совершала над нами геноцид, ее уже нет. Как не было Советского Союза еще в 89-88 году. Уже было принято решение о переформатировании, о распуске Советского Союза и этой системы. Она должна была уйти в подполье. Точно так же и сейчас, друзья, не молчите. Сейчас открывается окно возможностей. Сейчас мы должны говорить, заявлять. Не нужно воевать, нужно мирным способом все делать. Кто хочет воевать, вон обширный большой театр военных действий в Украине идет. Здесь многие не умеют воевать, многие не хотят воевать. Но говорить правду мы просто обязаны. А это политика. Большому сожалению, я тоже не политик. Я вообще терпеть не могу. Обманы, эти спецоперации, спецслужбы, все это. На дух не перевариваю просто, понимаете? Большому сожалению. Поэтому, говорить мы должны. Мы должны говорить о нашей проблеме. Мы должны говорить о том, кто мы есть, куда мы идем, что нам нужно, чтобы нас понимали окружающие. Понимаете, все дело в том, что нас не слышно, нас мало видно, мало слышно. И особенно это касается молодых, образованных, парней, девушек. Ориентир, если нам нужен, вот президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева, Аят Идигов.
сопредседателя этого президиума правительства. В усеченной форме это наша власть, и это единственный легитимный орган власти нашего народа. Все остальные вы видите симулякры. Есть и разные, как и я, энтузиасты где-то что-то там, добровольцы, энтузиасты где-то что-то пытаются делать. Но реальная власть, ориентир нам всем, вот наш президиум правительства. Я их нашел, разгребая всю вот эту нашу политическую кухню, и считаю, что эти люди искренне честны, преданы идеалам свободы, независимости, интересам, национальным интересам чеченского народа. Я искренне в это верю. Если бы я не верил бы, я бы вам это сказал бы. Как я говорю про Закаева, про Кутаева и про всех остальных, кто занимается там шарлатанством, мошенничеством, зарабатыванием денег и торговлей чеченскими интересами. Поэтому мы никогда не будем россиянами, хотят русские, не хотят этого. За 3 века не удалось этого сделать и дальше не удастся. Дальше не удастся. Нету ни одного чеченца, который на самом деле чеченец, потому что это чеченец, это не просто национальность или там культура какая-то, это образ мыслей, образ жизни. Человек должен быть свободен. Это основной принцип чеченца. Машуа, приходи свободен. Ну, все у нас замкнуто на свободе. Ни один чеченец, даже который находится под оккупацией, не хочет сопротивляться русским, понимая, что он может быть убит, преследовать его семью, а он тут может зарабатывать, где-то как-то пристроиться, где-то что-то делать. Даже эти чеченцы, они не в душе, если им задать вопрос, сказать, не будет этой угрозы, не убьет тебя никто, ни твою семью не убьет, ничего не. Ты хотел бы жить свободно, чтобы твоя власть чеченская была, чтобы думали о чеченцах, понимаете? Если твоя власть не чеченская, если она думает не о себе, то вас истребят просто, вас будут использовать. Понимаете, вот что стало с другими народами? Посмотрите, даже на Кавказе, самые держались на Кавказе всегда. Что стало с многими народами? Они русифицировались, они потеряли свою национальную идентичность, теряют ее. Понимаете? Хотя больше всего Кавказ держался. А есть другие народы, не кавказские, которые находились под этим гнетом, под этой оккупацией. Поэтому... Если мы хотим развиваться, хотим созидать, хотим передать свободное будущее нашим поколениям будущим, мы должны хотеть жить свободно. И ни один чеченец, если он чеченец, именно в смысле чеченец, в душе чеченец, в полном смысле этого слова чеченец, даже если он служит на них, ему сказать, ты хотел бы жить свободно, он не может сказать, не хотел бы. Понимаете? Автоматически он уже не чеченец. Потому что не может чеченец хотеть, да, вынужденно, да, что-то там, ведь над нами геноцид совершен. А какой народ на этой земле не сложил бы оружие, над которым совершали геноцид и не шел служить этим своим убийцам? Какой? Нет таких народов. Любой народ, который завоевывали, убивали, из него находились люди, которые шли туда. Но в целом наш народ выживает, зализывает раны. Хотя русские нас не оставляют, они хотят нас всех истребить. Они хотят нас закончить просто, чтобы не осталось человека, истца, который потребовал бы справедливости, ответа за то, что над нами совершили. И моя скромная задача требовать этот ответ от русских, чтобы они не забывали, чтобы они не думали, что есть, что все забыли, как Иван, не помнящий родства, и мы живем теперь, ну убили вы треть нашего народа, ну и все, проехали, так сказать, пойдем дальше. Нет, так не будет, не будет ни 44-й год забыт, не будет вот эти войны не будет забыто, ничего не будет забыто, ничего, да, Ал-Му'ла, потому что мы народ, мы нация. Друзья, я на этом закончу свой стрим. Друзья, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Для нас это очень важно. Как вы видите, чеченцы не могут писать. Меня поддерживает огромное количество чеченцев, огромнейшее количество. Я сам удивлен бываю иногда, насколько сильно поддерживают.
и в Чеченской республике поддерживают, хотя пытаются замолчать, там, оболгать там, и так далее. Но мы не можем говорить. За то, что я, то, что вот перед вами делаю, я всего лишь говорю. Я никого не призываю, я даже в Чечне призываю не воевать. Потому что мы просто закончимся. Русские просто нас истребят до единого. Вот все полностью находится в заложниках у них. Они могут весь народ истребить. Да, под шумок, даже сейчас в Украине перемирие наступит, есть большая вероятность, что они пойдут опять на Кавказ и будут нас снова топить в крови. Вполне возможно. У них разные там сценарии они прорабатывают, готовятся. Но при всем при этом мы должны понимать, что мы есть, мы даже если не говорим, вы, которые можете говорить, те же свободные люди, украинцы, евреи, русские, кто сопереживает, грузины, вы все, кто пишет, кто помогает, поддерживает, огромное вам спасибо. Это очень, вы даже не представляете, насколько важно. Это очень важно для нас. Спасибо вам всем. Слава Украине, Ам Израиль Хай, все будет, Ичкерия, Вива Грузия, Алла, Казахстан, Азербайджан и все остальные. Живе Беларусь, God bless Америка. Адикюэль Маш Ойль. Ам Израиль Хай, я надеюсь, я сказал. Всего самого хорошего. Адикюэль Маш Ойль. До свидания, друзья. Завтра у нас стрим будет с Аядом Идиговым. Заходите, 19 часов по центральноевропейскому времени. Адикюэль Маш Ойль. Всего хорошего. До свидания, друзья.